менее требуется закладчик, все чаще появляются в теневом секторе интернета, а некоторые наркоторговцы уже начали открыто развешивать заманчивые предложения по всему городу. Их можно встретить на дверях подъездов, у остановок, магазинов. Правда, в них не указывают, легальную или продукцию придется развозить курьером. Но заработок обещают большой. Сейчас больше привлекают к противоправным действиям несовершеннолетних, которые больше остальных ведутся на щедрые обещания дилеров. А звучат они так: больше не придется просить карманные деньги у родителей, сам себе сможешь обеспечить красивую жизнь на зависть сверстникам. Без особого труда. Нужно только развозить закладки по указанным адресам. Владимирская область, да? Да, Владимирская область. С какой целью прибыли в Ингушетию? Прибыл в Ингушетию с целью заработать денег, Каким образом? непосредственно раскладывая закладки. На кадрах оперативной съемки изъятые у закладчика сильнодействующие наркотические вещества. Молодой человек прибыл в Ингушетию заработать противоправным путем. Но плата за легкие деньги суровая. Преступления, связанные с наркотиками, относятся к тяжким. Казалось бы, жизнь у молодых только начиналась, а их отправляют отбывать большие тюремные сроки. В первую очередь, конечно, я бы хотел призвать родителей, чтобы они бдительны были по отношению к своим детям, следили, чем они занимались, смотрели, периодически хотя бы проверяли их мобильные телефоны. Несмотря на непрерывную борьбу, число употребляющих и распространяющих только растет. По данным правоохранительных органов, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 15%. Сбыт наркотиков все чаще осуществляется дистанционным способом. Путем закладок для этих целей преступники используют информационно-телекоммуникационные технологии. Управлением наркоконтроля по Ингушетии с начала года выявлено около 200 преступлений. 8 из них относятся к особо тяжким. Было изъято порядка 45 килограммов 930 граммов, из которых, как у нас принято называть, тяжелые наркотики, это героин и синтетические наркотики. Героин порядка 9 килограммов, синтетические наркотики, такие как мефедрон, метадон, или как в народе называют соль, порядка 1,5 килограмма. Незаконное изготовление, перевозка, хранение. С января 2022 года в следственной части МВД Ингушетии в производстве находится 102 дела. В суд направлено 35 в отношении 44 лиц. Среди них и ранее судимые, в том числе женщины, несколько жительниц республики, других регионов и одна иностранка. Преступникам от 20 до 37 лет. Мера наказания зависит от веса наркотиков. В крупном размере до 10 лет, в особо крупном до 15. Статьи такие 228 Уголовного кодекса Федерации – это незаконное изготовление, перевозка, хранение наркотических средств. 228 прим. 1 Уголовного кодекса Федерации – это незаконный сбыт, перевозка наркотических средств. И основная статья – это 234 незаконный оборот сильнодействующих психотропных веществ в целях сбыта. Распространением наркотиков посредством интернет-сетей занимаются, как оказалось, и в других субъектах страны. А в последние годы списки закладчиков пополняют иностранные граждане. Если раньше уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии в республике зарабатывали легальным путем, в основном занимались строительными работами, сейчас же физической нагрузки предпочли противоправные действия. Заработки кладменов в конечном итоге заканчиваются тюрьмой. Иностранные граждане, которые совершили преступление на территории Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности и наказанию в рамках уголовного законодательства Российской Федерации. То есть они у нас привлекаются к уголовной ответственности, у нас они отбывают сроки наказания, которые им даны. В последующем при отбытии наказания уже принимается решение об их нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и выдворении за пределы Российской Федерации. Также ежегодно на территории региона наркоконтролем проводится оперативно-профилактическая операция МАК. Ее цель – уничтожение очагов произрастания дикой конопли. Последний этап операции завершился 2 октября. Уничтожены очаги произрастания как на территории, так скажем, нашей низменности, Назрановского района, города Назрани, Сунжинского района, так и в Джарахском районе проводятся. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают, зачастую молодые люди просто не понимают, к чему может привести употребление и распространение наркотиков. В борьбе с этим необходимо вести комплексную работу. Одним министерством мы не сможем ограничиться. Сюда должны войти и социальные блоки наши, чем занимается наша молодежь.
что сподвигло их на употребление, насколько они трудоустроены, насколько они заняты. Утверждать, что именно за счет министерства проводить профилактические мероприятия, добиться успеха снижения наркозависимых у нас, конечно, не получится. Омоложение наркопотребителей, увеличение числа закладчиков – все это способствует росту желающих впервые попробовать наркотики, отмечают в наркоконтроле. Сотрудниками МВД бесперебойно проводится мониторинг сети интернет. Так, в этом году на территории республики заблокировано более 20 противоправных сайтов. Диана Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24.